прошлом году на весеннем охоте на уток я манил утку. Манил уток там с вязей. И немножко поманил там уток своим манком самодельным. И много комментариев пошли. Начали спрашивать в Одноклассниках. И сообщения отправляли ВКонтакте также. Спрашивали, что за манок, из чего я сделал. И немножко в этом видео вкратце покажу, как я буду это делать, этот манок. Манок не хитрый, можно сделать буквально за 15 минут. Так что смотрите. Для того, чтобы сделать манок, нам понадобятся вот такие две гильзы. Обязательно 12 калибр, чтобы был. Использованы гильзы. И чтобы эта железка, которая в конце гильзы, чтобы была вот такая узкая. Бывают пластиковые гильзы на железный конец, который вот здесь, вот где стоит капсуль жевела. Он бывает там широкие, но такие не годятся. А вот узкие, с узким, ну вот этот наконечник вообще, самое то. И первоначально, что нам надо сделать, прежде чем удалить и этот пластмасс с этого места, нам надо кусок отрезать, кусок пластмасса, чем мы будем первоначально заниматься. Сперва измеряем, сколько миллиметров эта железка, сколько миллиметров заходит этот пластмассовая гильза. И как мы видим, где-то миллиметров 7 шириной эта железка. И нам надо отрезать примерно 14 миллиметров кусок такой. Вот 14 миллиметров этого материала. Желательно, чтобы края были ровные. Но это я подровняю еще все это дело. Чем ровнее, тем лучше. И отсюда измеряем примерно 14 миллиметров. Так. 7. Так. 14 миллиметров. Ну, примерно как-то так. И отмечаем. Также режем. И как мы видим, здесь 14 миллиметров. Ровно 14 миллиметров. Вот этот кусок пластмасса нам пригодится. Дальше надо выбить это старое жевело отсюда. Чем будем заниматься дальше. Используем вот такую наковальню, что под руки попались. И вот это жевело надо выбить отсюда. Ну, у меня вот такой обычным гвоздем выбиваем. Все. Дальше самое сложное, надо удалить вот это остаток пластмасса. Нам надо только эта железка. Любым путем надо вынуть оттуда. И главное не попортить вот этот металл, ну этот железка, он тоже из тонкого материала. Чтобы отделить эту железку от пластмасса, нам понадобится свеча. Ну, что есть у вас, можете, я думаю, лучше нагреть этот металл, и этот пластмасс отойдет легче. Коптит немножко, черным становится, но это ничего страшного, это
Вот как легко отходит после того, как нагреете этот металл. Короче, вот 2 штуки у нас получилось. И эти железки, он с таким бугорком. Вот видите, с внутренней стороны, где жевело там сидит. Это надо выпрямить и подобрать сверло. В данный момент у меня 5,5 сверло. Вон, смотрите, немножко шатается, но где-то 5,6, 5,7 нужно еще сверло. Опять же пригодится наша наковальня такая. Берем любое зубило, я не знаю, не зубило, а любой ровный металл и выпрямляем. Здесь все надо выпрямить. О, видели? Выпрямили все там. И смотрите, сверло не заходит. Этим сверлом немножко подровняем это отверстие. Также и со вторым металлом также все сделаем. Руки грязные, немножко покоптили там свечой. Ну вот. Подгоняем под сверло. Ну, дырочку чуть-чуть подровняем. 5,5 сверло. Ну, желательно 5,7, конечно, надо было бы. Все. Что одно, что второе. Все. Материал готов. Сейчас будем собирать все это дело. Короче, 3 детальки, что нам понадобится. Кусок пластмасса, который отрезали мы из гильзы. Сама гильза, наконечники от гильзы, там железные. Самое главное, чтобы узкие были. И все собираем. До конца отправляем. Сел. И второй еще. Мне, конечно, не ровно, чуть-чуть. Можно, если аккуратнее сделать, поровнее. Ну, нормально будет работать. И второй еще. Вот, в общем, мы собираем. Такой переходник из пластмассовый он получается. Вот так. Все. Вот и все дела. Манок готов, можно сказать. Принцип такой. Сейчас как свистит там. Угу. Свияжь. На свияжь похоже. Так вот. Ну все, ребят, можно сказать, все готово. Еще изолентой закручу, там веревку сделаю. И, ну, чтобы вешать там на одежду. Ну все, ребята, с манком разобрались. Вкратце показал, как я это сделал. И вот что у нас получилось. Вот такой маленький манок. Но этот манок очень рабочий. Весной очень отлично работает на свиязи, на чирка. Я с этим манком уже охотился, проверял. Просто так я показывать не буду. И вкратце я, можно сказать, ответил на ваши вопросы. Как сделать и из чего сделать можно этот манок. И этот манок похож на свист свияжа. Не надо дуть в этот манок, а надо воздух, наоборот, на себя. Если, скажем, вы сделаете и будете дуть,
Вот что у вас получится. А надо воздух на себя набирать. Немножко сбоку приоткрытый рот. Вот так. Хороший манок, проверенный. Вам, наверное, сейчас покажется, что этот манок как-то, не очень громко свистит. Но это не влияет на то, что утка не будет подлетать, не будет слышать. Утки очень отлично слышат. Не надо никакие динамики там ставить или электроманки. Вообще отличный. Вообще этот звук отлично работает. Воздух набираете на себя. Вот и все, о чем я хотел показать, поговорить, рассказать, какой манок у меня рабочий. Весной с этим манком вы без уток не останетесь. Утки хорошо подлетают на этот манок. Надеюсь, кому-то пригодится. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на Project.com. Пока.